Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Первое в России судно на природном газе. Где оно будет ходить и какие еще катера сегодня заложили на Зеленодольском заводе, расскажет Салават Мухаммадуллян. Дело трехлетней давности довели до финала. На меня вешают обвинения, которые не имеют ко мне никакого отношения. Радовать это, естественно, не может. Сегодня вынесли приговор экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову. Какой срок ему назначил судья, узнала Зарина Ахметова. Хотели сэкономить, а в итоге остались без отпуска и денег. Я вообще теперь им не доверяю. Почему деньги казанцев, которые они заплатили за свой отдых еще в январе, лишь частично дошли до туроператора, выясняла Юлия Гоголева. Кольцо замкнется. Наверное, эти 800 метров на самом деле-то и не покажутся короткими. В столице готовят к открытию первый этап Большого Казанского кольца. Когда там поедут машины и докуда трамваи, расскажет Рамиль Шайдуллин. «Чайка» поплыла. Сегодня на Зеленодольском заводе спустили на воду первое в России судно на природном газе. Его построили всего за полгода. Это новая страница в истории судостроения. Вместе с ней сегодня на заводе заложили корпуса сразу двух будущих катеров для военно-морского флота. Ждать ли серийного производства кораблей на газу и где будет ходить первый из них, узнал Салават Мухаммадуллян. Звонко и вдребезги, как и полагается. С этого начинается спуск на воду пассажирского судна «Чайка». С виду обычный, но есть один нюанс. Теплоход ходит на природном газе. Это первое в России пассажирское судно такого типа. Использование природного газа на речных судах определяется его лучшими экологическими характеристиками, а также позволит снизить себестоимость пассажирских перевозок. Сегодня Зеленодольский завод имени Горького успешно реализует важные государственные задачи, создавая уникальные боевые корабли и гражданские суда. Его длина почти 59 метров, ширина больше 10. Вместимость 176 человек. И самое интересное, судно построили всего за полгода, заложили корпус в феврале. И вот теплоход на воде. Это чуть ли не рекордные сроки. Я надеюсь, что это первый шаг в таком достаточно важном направлении развития речного судостроения. Как только киль касается воды, это значит старт тестов. А затем вот в эксплуатацию, и уже 30 августа, в День Республики, судно пройдет по акватории Казанки в столице. Уже после теплоход будет бороздить просторы республики. Например, на прогулочных маршрутах Казань-Свияжск, Казань-Булгар. По сути, это пилотный проект. При успешной эксплуатации судна на природном газе могут начать строиться в Зеленодольске уже серийно. Как минимум 20 таких, как это, в принципе, судов. Поэтому вы, наверное, все слышите и радио, и телевидение. Вот буквально вчера прозвучало, что в Арктике будет запрещено конкретно, в принципе, углеводородное сырье, то есть нефть, да? И все суда, которые работают в Арктике, будут работать именно на жиженном природном газе. Заказы сейчас у завода есть. Вот и сегодня прошла закладка корпусов двух катеров специального назначения для Министерства обороны. Это будущие игрочонки. Так называют катера такого типа. Однопалубный может обнаруживать подводные объекты. Он будет служить на военно-морском флоте. Место дислоцирования пока не раскрывается. Завод продолжает получать военные заказы, потому что, как я уже сказал, это профессионализм, это ответственность. Не все понятно, там зависит только вот от завода, но то, что вот он берет на себя какие обязательства, конечно, их выполняет. Так что Зеленодольскому заводу пока есть над чем трудиться. Закладывают корпуса минимум раз в год. Все строится в рамках оговоренных сроков. А потому заказчики успешно сотрудничают с татарстанским предприятием, как с одним из флагманов кораблестроения страны. Салават Мухаммадуллян, Адельмин Дубаев, ТНВ, Зеленодольск. Конец трехлетнего дела. Сегодня в Вахитовском суде вынесли приговор экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову. В августе 2017 года его обвинили в хищении бюджетных средств, которые по госконтрактам выделялись вузу. По материалам дела в числе сообщников у Дьяконова были 6 сотрудников института, которые тоже оказались на скамье подсудимых. Какие сроки им назначил судья? Подробности в материале Зарины Ахметовой.
за 40 минут до начала судебного процесса возле здания Вахитовского суда начали собираться все участники заседания. В холле образовалась целая очередь из адвокатов и журналистов. Сегодня дело, которое стартовало 3 года назад, дошло до финала. Экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову выносят приговор за хищение бюджетных средств. Впечатления плохие. То есть на меня вешают обвинения, которые не имеют ко мне никакого отношения. То есть радовать это, естественно, не может. По материалам дела Дьяконов является основным организатором преступлений, которые с 2012 года происходили в стенах вуза. Экс-ректора и еще 6 бывших сотрудников КХТИ обвиняют в 10 эпизодах хищения средств по госконтрактам. Подсудимые обналичивали денежные средства через фиктивные организации, которые своих обязательств перед КНИИТУ не исполняли. При этом данные организации фактическую финансово-хозяйственную деятельность не вели. Руководители и учредители являлись номинальными лицами. Общая сумма ущерба, по данным следователей, оценивается в 64 миллиона рублей. Оглашение приговора длилось 2 дня. Сегодня судья счел доказанным ущерб в 42,5 миллиона рублей. Свою позицию озвучил адвокат Германа Дьяконова. Кочнев говорил о том, что он деньги никакие Дьякону не передавал. А тут все 5 эпизодов повторяется, как будто он деньги ему передавал. Кочнев говорил о том, что 3 договора, которые в обвинении было написано, что Дьяконов в целях хищения подписал 3 фиктивных договора. Кочнев говорил о том, что я их подписал сам. В приговоре как будто Дьяконов их подписал. Судья, такое ощущение, как будто судьи не было в зале, и он это не слышал. В итоге Герману Дьяконову назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такое же наказание и у бывшего проректора КХТИ Ильдара Абдуллина. За другие хищения в вузе он уже отсидел 4,5 года. Остальным 5 фигурантам дела дали от 2,5 до 4 лет лишения свободы условно. Из зала суда экс-ректора увели под конвоем. По словам адвоката Германа Дьяконова, он намерен подавать апелляцию. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Срочные новости. Зеленодольска. В Парковом озере утонул 14-летний подросток. Это 2-я смерть на воде в республике за сутки. Во время купания мальчик запутался в водорослях, ушел под воду. Его товарищ бросился на помощь, но ничем помочь не смог. Тело ребенка обнаружили водолазы. По данному факту назначена прокурорская проверка. Водоем не оборудован для купания. За последние 5 лет в этом месте утонули 3 человека. В нашу редакцию обратилась женщина, которая случайно узнала, что тур, который она покупала еще зимой, состоится, но без нее. Деньги до туроператора полностью не дошли, и не видать ей берег турецкий, хотя турфирма, она еще тогда отдала все 167 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Пока готовился этот репортаж, к нам обратилась еще одна клиентка этой же турфирмы с такой же проблемой. Куда ушли их деньги, разбиралась Юлия Гоголева. От меня были 2-го, 3-го, 4-го письма о том, что мы не хотим менять тур. Хотела сэкономить, а в итоге осталась без отпуска и денег. Путевку в Турцию на всю семью Елена Штанько купила в кредит еще в январе. Недельный тур стоил 167 тысяч. Улететь должны были 17 августа, но турфирма «Магеллан», по словам Елены, перестала выходить на связь. Не дозвониться, не достучаться до менеджеров турфирмы «Магеллан Тревел», у которых Елена еще в январе купила свой тур, сейчас невозможно. Все 4 казанских офиса закрыты, поэтому женщина напрямую решила обратиться к своему московскому туроператору, который и сообщил, путевка оплачена не полностью, а срок брони вот-вот закончится. Мы позвонили первый раз туроператору. Она говорит, вы можете сами отслеживать свою бронь через личный кабинет. Сказала, как это сделать, и мы видим, что на самом деле 30% оплаты, и срок оплаты был следующее число. То есть мы писали 2-го, а 3-го уже заканчивалась бронь. Множество вопросов турфирме Елена задавала уже письменные. В ответ на электронное письмо ей ответили, тур перенесен на следующий год. При этом оператор ничего не отменял, и самолет с туристами 17 августа по плану летит в Турцию, но уже без нее. Претензии к «Магеллан Тревел» есть и у другой жительницы Казани, Эльвиры Хакимовой. Она также оплатила полную стоимость тура еще зимой, и ее деньги тоже не дошли до туроператора. В Интуристе, когда мы проверяли статус заявки, наш тур, статус заявки стоит оплачен частично, хотя оплата была внесена полностью. Никаких разъяснений мы получить по этому поводу не можем, как бы я писала на почту. На этот вопрос ответ мне не предоставили. Директор турфирмы по телефону нас заверил, «Магеллан Тревел» на плаву, но все офисы действительно закрыты из-за нерентабельности. Претензии клиентов считает надуманными. Пусть обращается в милицию, я дойду и скажу то же самое.
А я подам на клевету. Потому что тур у них только 18 числа должен был состояться. И через это вообще 18 числа вылетит самолеты. Почему же деньги, которые Елена Штанько и Эльвира Хакимова еще в январе заплатили за свой отдых, лишь частично дошли до туроператора? На этот вопрос глава Магеллан Тревел высказался вполне уверенно. У нас деньги по номеру счета еще на депозите находятся у туроператоров и на других оплаченных заявках. То есть мы их переносим внутри системы, когда надо, необходимо с вылетом. При этом он до 3 августа, когда закончилась бронь, не оплатил тур полностью, что подтверждают женщины. И в этом случае бить тревогу рекомендует президент Ассоциации турагентств. По закону он обязан оплатить 100% тура за туриста. Фактически он пользуется чужими денежными средствами, а это, соответственно, преступление. Если же диалог не получается, туроператор не идет на связь, самый простой вариант – это взять этот же документ, обратиться в полицию по месту жительства, написать заявление, что они сдали деньги, а агентство исчезло. Сейчас женщины готовят досудебную претензию, а если это не поможет, готовы обратиться в правоохранительные органы. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, Руслан Хуснудинов, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Ждать осталось недолго. Первый этап строительства Большого Казанского кольца завершат уже через 3 недели и откроют 800 метров дороги от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Раньше на этом месте был овраг меньше, чем за год. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь сделали полноценную 4-полосную магистраль, проложили трамвайные пути. И даже этот участок дороги скоро существенно разгрузит проспект Победы и центр города. А подарки ко Дню Республики Рамиль Шайдуллин. Это не краска, а люди в белых костюмах, не маляры. На Большом Казанском кольце один из самых ответственных этапов. Дорожники распыляют гидроизоляцию. Это значит, что останется постелить асфальт. Основные работы завершены. Устройство моста, устройство автомобильной дороги, устройство шумозащитных экранов. Заканчиваются одни работы, начинаются другие работы. Первый этап строительства Большого Казанского кольца вышел на финишную прямую. 800 метров от Мидхата Булатова до Борисковской изменились до неузнаваемости. От оврага до 4-полосной магистрали. 800 метров он всего, вроде бы коротенький, да? Но если вспомнить, что здесь было до того, как мы пришли, то, наверное, эти 800 метров на самом деле-то и не покажутся короткими. Вот так этот участок выглядел меньше полугода назад. Огромные ямы и постоянные грунтовые воды. Из-за того, что вблизи кабан грунт очень сложный, пришлось забить около 1000 штук бурнобыльных свай длиной по 28 метров. Природа противилась, погода мешала, но работа кипела. Днями и ночами здесь трудились сотни специалистов и десятки единиц спецтехники. Большое Казанское кольцо призвано существенно разгрузить центр города и проспект Победы. Журналисты одни из немногих, кто качество нового участка может оценить на машине. Как мы видим, асфальт ровный, новый, и на него даже не нанесена разметка, ведь первых водителей он примет только через 3 недели. Официальное открытие первого участка 29 августа в преддверии Дня Республики. Тогда по дорогам Большого Казанского кольца впервые поедут автомобилисты, а по железной дороге – трамваи. По поручению президента нашей республики мы в этом году, мало того, в этом году к столетию ТССР планируем закольцевать трамвайное движение. Кольцо соединит весь город. По утвержденному плану постоянное движение по этому маршруту запустят только с завершением второго этапа строительства Большого Казанского кольца. Но уже 30 августа горожане смогут оценить все преимущества. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Почему мэрия Казани требует свыше 100 миллионов с семьи депутата Казгордумы? Читайте об этом сегодня в интернет-газете «Реальное время». В последний рабочий день этой недели планировали, чем займутся с понедельника. В штабах кандидатов в президенты Татарстана завершается подготовка к агитационной кампании в СМИ. Она стартует со следующей недели, после того, как состоится жеребьевка эфирного времени и печатных площадей. Что сегодня происходило в предвыборных штабах и с чем они готовы выйти к избирателям, узнал Дмитрий Аринин. Как мы в этих условиях, в общем-то, дальше будем жить. В избирательном штабе Рустама Минниханова сегодня состоялась встреча с медицинским сообществом республики. За круглым столом обсуждали текущую ситуацию с коронавирусом и высказали предложение, как можно улучшить работу системы здравоохранения Татарстана.
У нас начинается в рамках избирательной кампании ряд встреч с различными сообществами. Сегодня у нас с медицинским сообществом. То есть мы хотели бы обсудить не просто проблемы или вопросы здравоохранения, но глобально, что мы должны сделать еще. В предвыборном штабе либерал-демократа Владимира Сурчилова сегодня обсуждали предстоящую работу своих агитаторов. Накануне все волонтеры сдали тесты на коронавирус. И если получил отрицательный результат, то тогда мы допускаем такого человека к агитационной кампании. В штаб кандидата от «Справедливой России» Альмира Михеева сегодня завезли партию печатной агитпродукции. Также готовятся к мероприятиям и выступлениям в теле- и радиоэфире. Сейчас мы готовим проводить публичные агитационные мероприятия, печатаем листовки, подаем уведомления в Роспотребнадзор и исполком. В избирательном штабе Альфреда Валиева, кандидата от коммунистов России, сегодня занимались сортировкой отпечатанных агитматериалов. В ближайшие дни их будут разносить избирателям. Естественно, мы будем раздавать сами, наш комсомол, и сами своими ножками, потому что партия не парламентская, денег у нас немного. Кандидат партии «Рост» Олег Коробченко вместе с своим штабом готовит публичные мероприятия. Видеоролики для телеэфиров уже подготовлены. У нас осталась та же повестка, в принципе, что и в том году, когда я выбирался на должность в Госсовет. И поэтому я думаю, что мы используем и те же ролики. 11 и 12 августа состоится жеребьевка бесплатного эфирного времени и печатных площадей для всех кандидатов. По ее итогам официально стартуют агитации в СМИ на выборах всех уровней. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Сегодня состоялось заседание Центра избиркома республики. На нем зарегистрировали доверенных лиц кандидата на должность президента Татарстана Рустама Минниханова. В список вошли 23 человека, представители различных сфер жизни. Доверенные лица получают право агитировать в пользу кандидата и участвовать в дебатах. Также ЦИК республики решил установить на 43 избирательных участках комплексы обработки избирательных бюллетеней. Большинство электронных устройств будут работать в Казани и других крупных городах. Напомним, голосование состоится 11, 12 и 13 сентября. Татарстанцы будут выбирать президента республики, депутата Госдумы по Нижнекамскому избирательному округу и депутата Госсовета по Елабужскому, а также депутатов органов местного самоуправления. Применение КАИБ обеспечивает у нас, безусловно, устранить ошибки при подсчете голосов, оформление протокола, ускорить ведение оформления протокола. Также в ЦИКе сегодня отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Нижнекамскому округу самовыдвиженцу Василию Коротких. Основанием стала непогашенная судимость. И плюс ко всему Василий Юрьевич Коротких не представил нам подписные листы. И это тоже обстоятельство, которое, собственно говоря, повлияло на рассмотрение сегодняшнего вопроса. Сегодня эстафета флага столетия образования ТАССР дошла до Мульминского поселения Высокогорского района. Напомним, главный символ столетия был впервые представлен в декабре 2019 года. С того времени флаг побывал в каждом регионе страны, где есть национальная автономия татар. По Татарстану флаг путешествует с 25 июня. Сегодня принятие эстафеты в Высокогорском районе совпало с еще одним важным праздником – торжественным открытием новой спортивной площадки в селе Мульма. 25 лет сладкой жизни. Хлебобулочная кондитерская компания «Акульчев» отмечает свой юбилей и радует покупателей широким ассортиментом продукции. Здесь есть все на любой вкус для сладкоежек и гурманов. Что сделано за четверть века и какие планы у компании, узнаем далее. Эти воздушные вафли, мягкие бисквиты и нежные печенье знакомы почти каждому сладкоежке. Своей продукцией компания «Акульчев» радует россиян уже 25 лет. Но на достигнутом предприятие останавливаться не собирается. На этот юбилейный год Акульчев строит грандиозные планы. Планы, конечно же, у нас амбициозные. Мы ставим их все выше и выше. Хотим, и, конечно же, их добиваться. На этот год мы планируем улучшение существующих процессов, то есть переход на более автоматизированные участки. А следующий год увеличение производства как минимум на 30%. Впереди новые объекты, оборудование и запуск дополнительных линий производства. Это поможет не только улучшить качество уже имеющихся изделий, но и разработать новые. Некоторые из новинок уже появились на полках. Например, макароны.
Это традиционный французский десерт 100% состоящий миндальной муки. Также недавно был создан воздушный десерт Бизе Анна Павлова. Это легкий, вкусный продукт, идеально подходящий к чаю и для кофе. Несмотря на автоматизацию, производство расширяется и продолжает увеличивать штат. Активно ведет набор сотрудников на новые линии. Коллектив для нас очень важен, ведь мы производим не просто продукт, мы производим эмоции. Ведь что для вас сладости? Это чаепитие с семьей или поднятие настроения. Для того, чтобы производить хороший продукт, мы в первую очередь должны создать дружелюбную атмосферу. В компании обещают предоставить своим новичкам комфортные условия труда и обеспечить всем необходимым. Опыт в этом, говорят, большой. Доказывают это и сотрудники-старожилы. Я работаю на фабрике Акульчева уже 15 лет. Мне все нравится. У нас дружный коллектив, удобный график работы, обед бесплатный, вкусно нас кормят. И вахта у нас ездит. А чтобы влиться в коллектив было еще проще, специалисты компании активно готовят наставников, которые сделают трудоустройство в компанию и обучение новичков еще более комфортным. И тогда все намеченные планы точно будут исполнены. Подходите и берите. Такое, увы, редкое для наших дней предложение можно увидеть на улицах Мамадыша. Местные жители решили провести свою акцию добра. Они делятся урожаем собственного сада со всеми прохожими абсолютно бесплатно. О том, какое большое добро кроется в обычных мелочах, увидела наша съемочная группа. Владимир Ральцев каждый день раскладывает яблоки по пакетам, выставляет на скамейку возле дома и предлагает прохожим угоститься бесплатно. Добрую идею подали внуки. Супруги живут в Москве, но лето проводят на родине жены. Нравится природой и людьми. Люди здесь хорошие, природа великолепная. Семейная гордость – столетняя яблоня. Плоды у нее особенные, говорит хозяйка. Единственное дерево, где очень вкусные яблоки. И они имеют свой яркий индивидуальный вкус, в отличие от тех, которые сейчас уже новые сорта. Богатую историю имеет и сарай Ральцевых. В нем собраны старинные инструменты прадедов и дедов. Коромысло здесь есть, серп есть, пилили дрова, пила, топоры, лопаты. Очень вкусные. Вкусные яблоки. Аромат. Спасибо. Огромное спасибо. 3 года подряд бесплатно угощает яблоками со своего сада и Милюша Ибрагимова. Говорит, слова благодарности и улыбка дороже всяких денег. Заходят, спасибо говорят кто-то. Я хочу, чтобы они не валялись. Пусть угощаются. Это добро ведь. По примеру супругов Ральцевых и Милюши Ибрагимовой стали присоединяться к акции и соседи. Мамадышцы шутят, так добро постепенно распространяется по всему городу. Светлана Звонарева, Кристина Сабурова, Фаиль Шейхудинов, ТНВ, Мамадыш. Сегодня в Старо-Татарской Слободе для гостей города откроется усадьба купца Мулина. Для посетителей будет организовано костюмированное представление. Гостей встретит хозяин дома, угостит татарским чаем и познакомит с местной культурой. Наш корреспондент Лилия Кашфарова на месте событий. Лиля, здравствуй. Как там татарский чай? Добрый вечер, Алексей. В этом доме самый сладкий чай, потому что его хозяин в 19 веке занимался торговлей сахара. Сегодня его двор снова открыт и готов принимать гостей, чтобы рассказать им о жизни татарского народа. Мы попытались совместить комплексно все татарские обычаи, то есть здесь и сабантуй, и ремесла татарские различные, и объекты культуры, то есть, как во дворах у татар, исконно в конце 19 века ориентировочно было, какие объекты, какие традиции были. Под открытым небом пасека, птичий двор, сабантуйская поляна и огород – обязательный атрибут татарского народа. Гости усадьбы поделились своими эмоциями. Нам рассказали про эти места, и поэтому я очень довольна. Я очень обрадован и очень мне нравится то, что сделали сейчас. Мы можем погрузиться в историю, в быт татарского народа. Таким образом, я более чем уверен, что данный комплекс будет актуальным на этой территории. Для желающих остаться хостел и кафе с печкой. На этом все. Спасибо, Алексей. Спасибо, Лилия. Наш выпуск на этом заканчивается. Далее о погоде. Всего вам доброго и до новых встреч.
Здравствуйте! В субботу станет прохладнее. С чем это связано, узнаем после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в субботу на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево прохладный атмосферный фронт понизит температуру до средних значений. Вероятность осадков минимальна. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге осадки не ожидаются, но температура понизилась 22 градуса днем. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше малооблачно, без осадков и станет свежее. Жара спадет и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Дневная температура плюс 22, ночью тоже похолодало, 12 градусов выше нуля. Здесь также без осадков. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном комфортная, теплая погода без осадков, плюс 24. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше такая же синоптическая ситуация, 22 градуса выше нуля. И еще одна интересная информация. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2020-2021 учебный год по следующим направлениям подготовки. Журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 14 августа. Телефон в Казани 251 01 55. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в Доктор Ост, убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани в субботу ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ночью около 15, днем 23 градуса тепла. Ветер будет северного направления, порывистый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 51%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна интересная информация. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77.